Итак, смотрим. Лоик Раджабов, Рауш Манфио. Лоу-кик в исполнении Раджабова, пока держится на дистанции. Но при этом, обрати внимание, да, он вкладывался в этот лоу-кик, а отскочил от Манфио как от стенки. И обрати внимание, как сейчас мощно контратакует Манфио. Да, Манфио говорил в интервью, что прекрасно он знает, на что способен Лоик Раджабов. Готовился под него, и в том числе со своим другом Шульте и родственником. Поэтому ничего нового Лоик Раджабов ему не продемонстрирует. И вот вновь правый кросс просто сметает Раджабова. Еще одна двойка. И явно обескуражен сейчас, вот в этом эпизоде, Раджабов после пропущенных ударов. Очень опасные колени у Манфио. Любит он работать в клинче ими. Еще одна попытка как-то сбить прицел Манфио. Пробил лоу-кик Раджабов, но вновь мы видим вот как по стенке. Никакого эффекта. Очень заряжен Рауш Манфио. Попытался Лоик достать боковым ударом. Вот прямо чувствуется, да, вот концентрация, насколько он собран, сконцентрирован. И просто такая энергетическая броня вокруг Манфио, которую прошибить не то что лоу-киками, вообще, наверное, молотком нельзя. Лоик держится на дистанции. Еще одна атака результативное в исполнении Манфио. И вот теперь Раджабов пошел вперед, да, в атаку. Пошел вперед отыгрываться. Ну и посмотрим, насколько хватит энергии Раджабова, в том числе и ментальной энергии, навязывать борьбу, ну, в таком глобальном смысле слова, да, Манфио. Манфио абсолютно хладнокровен, спокоен. Выбирается Рауш Манфио из этого захвата Лоика. Снова начинает поддавливать. Раджабов не попадает ударом с правой. Двойка, еще одна от Рауша Манфио. Причем такие длиннющие эти удары получаются. Вот правые, прямой, с дальней дистанции пробивает Манфио и достает. Да, и плотно достает. Пробил еще раз Манфио. Боковой удар от Раджабова. Лоу-кик мощно пробивает Манфио. Снова. Так, попытка перевода. Нет, неудачно. Лоик Раджабов, тем не менее, оказывается у сетки. Манфио пока защищается. И как развернулся, да, легко. Очень легко. Так, конечно же, с дистанции сейчас выгоднее работать Манфио, что он, собственно, и делает. И хай-кик вот сейчас подключил. Бросается вперед. «30 секунд до конца». Лоу-кик от Рауша Манфио. Снова клинч. Ну вот здесь, кстати, я бы первый раунд отдал бразильскому спортсмену. Ну, я думаю, что однозначно тут все на поверхности.
у Раджа. Смотрим дальше. Второй раунд. Интересно, что придумает сейчас Лоик Раджабов. Как по мне, его единственный вариант здесь работать за счет скорости. Потому что за счет мощи перебить такого фактурного бойца, как Рауш Манфио, абсолютно бесполезное занятие. Кстати, мы не сказали, что этим боем, я так понимаю, заканчиваются рейтинговые поединки. И следующие 6 боев, которые нас ждут впереди, это будут именно титульные. Это тоже титульный бой, финал Гран-при. А, это тоже титульный Да, просто бой. он за рамками мейн-карда почему-то оказался. Он в андеркарде, но тем не менее это титульный бой. Здесь разыгрывается пояс. И это финал Гран-при в легком весе. Но если у нас 6 миллионов долларов, как же это делится на 7 пар? Почему на 6 пар? 6 миллионов на 6 пар. А это же пара. А, Это пара в том числе. в том числе. А, ну да, я неправильно посчитал. То есть вот этот бой и еще 5 боев. Да, просто в главном карде будут и бои не титульные, как, например, Кларесса Шилдс. Она в главном карде, ее поединок не титульный. Тем не менее, вот на нее ставит промоушен, и, соответственно, ее ввели в главный кард турнира. Снова контроль нам показывает Лоик Раджабов здесь. Но здорово выходит Рауш Манфио из него. Держится на дистанции. Надо сказать, что во втором раунде как-то поактивнее выглядит Раджабов. Во всяком случае, вот в этом эпизоде он пошел вперед. Удается ему выбрасывать какие-то... Нарывается, насколько я понимаю, на правый кросс. Притормозил Манфио, видно, взял паузу. Так, и тут же клинч. Сбрасывает Раджабова с себя. Второй раунд получше складывается для Лоика. Снова в центре Раджабов. Жена Манфио, Мишель Манфио, на наших экранах что-то там активно советует. Удар с разворота от Лоика Раджабова. Готовит атаку Рауш Манфио, но очень долго. Очевидно, ему нужна пауза для того, чтобы отдышаться. Вот выбросил удар. Тут же лоу-кик. Ну и все. По статистике мы видим, что Манфио чуть больше нанес ударов, но преимущество абсолютно незначительное. 30 против 29. Но при этом он делает ровно столько, чтобы как-то удержать свое преимущество, не растратить его, не сдать раунд однозначно. То есть ты думаешь, что второй раунд все равно он выигрывает? Ну, мне кажется, что, в общем, немного, но он выигрывает. Во всяком случае, я не видел вот каких-то таких разгромных эпизодов в исполнении Раджабова. Да, но мне кажется, что Раджабов сделал в этом раунде больше. Я бы второй отдал ему. Больше, чем Манфио, ты имеешь в виду? Да, во втором раунде. Я имел в виду, что он сделал больше, чем в первом раунде. Ну, это однозначно. По сравнению с самим собой. Он сделал больше, а так... Зачастую бывает так, что бойцы специально отдают определенный раунд, чтобы потом взорваться в следующем. Так делал и Джонни Хендрикс в свое время. И говорил, что целенаправленно отдавал, например, раунд Сент-Пьеру.
чтобы выиграть следующий раунд, таким образом сохранив силы. Но вот здесь складывается такое же ощущение, что Рауш Манфио себя придерживал. Манфио. Только Манфио. А это, кстати, сигнал. Обычно, если режиссеры показывают какого-то бойца и больше его удачных эпизодов, это вот такой сигнал, который очень часто сбывается, что побеждает в этом бою Но именно опять он. же, режиссер-то не судья. Режиссер не судья, но почему-то эта закономерность, она какая-то есть. Ну хорошо, пусть будет так. Смотрим дальше. Ну, в общем-то, нам 5 минут осталось Да. для того, чтобы узнать, насколько моя конспирологическая теория верна. Итак, поединок возобновляется. Бросается вперед. Лоик Раджабов, но не попадает. Встречает его Манфио джебом. Лоик достает корпус. Не попадает здесь же Раджабов. Промахивается Раджабов. Неплохой был эпизод с его стороны, но не достал. Отступает сейчас Манфио. Лоу-кик. Тут же клинч. Попытался колено включить Манфио. Боковой удар со стороны Лоика. Ну, как-то совсем Манфио отдал инициативу здесь, в третьем раунде. Если в первом шел сам вперед, то здесь отступает. Ну, причем не просто шел вперед, он еще и попадал и практически не давал ничего сделать Раджабову. А сейчас инициативу отдает. И это уже видно. Вот что он отдает инициативу. Может быть, Раджабов не так часто попадает, но инициатива сейчас именно за Раджабовым. Он работает первым номером, идет вперед и теснит, поджимает Манфио. В общем, если Манфио подумал, что бой сделан, то это было преждевременно. Ну вот 2,5 минуты до конца. Самое время Манфио включаться. Раджабов идет вперед. Достает ударом с правой руки, там же боковой. Опасно сейчас Раджабов открытой ладонью встречает Манфио. Это может закончиться попаданием в глаз, либо изображением того, что попал в глаз. Вот, кстати, интересно, да, в профессиональном ММА, если есть тычок в глаз и боец не может продолжать, или есть, например, рассечение, и боец не может продолжать, вызванное ударом головой, то дисквалификация следует спортсмена, который это нанес. Но, например, в любительском боксе, если есть столкновение головой, то дисквалификации нету, если рефери не сделал предупреждение. Просто снимается боец, у которого есть это самое рассечение, и проходит вперед в следующий круг, в следующий раунд боец, который это рассечение нанес. Вот сегодня как раз на чемпионате мира был такой как раз случай, когда кубинец Саталонго, двукратный олимпийский чемпион, который разбивал соперника в пух и прах, получил рассечение в результате удара головой соперника и был снят врачом. Кстати, кто из... Так, у нас тут любопытный эпизод. Раджабов полностью как-то освоился, пошел вперед и едва не перевел Манфио. Ну, третий раунд абсолютно точно остается пока за Раджабовым. Ну, я думаю, он за ним и останется, ввиду того, что меньше минут остается до конца. И вряд ли Манфио вот по такому бою, который навязал Раджабов, сможет что-то изменить. Хотя время еще есть. Другое дело, хватит ли вот того, что сделал Раджабов в третьем раунде, для победы в бою самом? Ну, это только судьи могут посчитать. На мой взгляд, в принципе, вот он забирает третий раунд. Приблизительно равный второй раунд. Зависит исключительно от того, вот на чьей стороне
окажутся судьи. Да, и что они оценивали в первую очередь. Хорошая подсечка от Раджабова, еще боковой удар. Так, все. Раунд комментировали и парижский отборочный турнир. Да, здесь. Где он подтвердил какие-то свои амбиции, но за... Ну, он взял тогда лицензию, я помню. Лицензию он взял, но за уже чемпионство на парижском турнире он биться не стал. Он, по-моему, проиграл Пэту Маккормаку как раз в финале, если я не ошибаюсь. Ну да ладно. У нас снова поединок продолжается. Это 4-й раунд. Забыли мы о том, что это 5-раундовый бой. И таким образом есть еще 2 раунда впереди. И у Лойка Раджабова, и у Рауша Манфио, чтобы что-то нам показать, чтобы что-то сделать. Да, упустили мы этот момент. Говорили о том, что бой, да, чемпионский. Просто он не внесен в основной мейн-карт. Но при этом по статусу он чемпионский, значит, должен быть 5-раундовым. И сейчас 2 мощных мидл-кика пробивает Рауш Манфио. Тут же удар с правой руки наносит. Продолжает идти вперед. Еще один мидл. Взял паузу Лойк Раджабов. Тяжело дышит. Перекрылся. За блоком. Фронт-кик. Явно сбил дыхание Рауш Манфио вот этими ударами. Ну и такое ощущение, что воспрял духом Рауш Манфио. Пошел он вперед в этом раунде. А возможно, целенаправленно отдал 3-й. Опять же, мы не знаем, какова была тактика, но вполне себе допускаем такой момент, что именно чемпионские раунды он хочет забрать. 4-й и 5-й. И сейчас очень опасно атакует. Мидл. И вновь появляется острота в действиях Манфио. То, чего не было во 2-м раунде. И в 3-м, в принципе, тоже. В 3-м не было практически весь раунд. Если во 2-м раунде что-то, еще какие-то проблески были у Манфио, то 3-й раунд прошел вообще под диктовку Раджабова. А сейчас обрати внимание, как птица Феникс восстал из пепла. Манфио идет вперед и практически подавляет, полностью подавил он Раджабова. Раджабов даже не предпринимает какие-то попытки контратаковать. Да, Раджабову нужно срочно переждать и уйти в защиту, не пропустить при этом тяжелые удары. Продолжает гнуть свою линию Рауш Манфио. Раджабов, обрати внимание, он зажимается и всем своим видом показывает, что удары, ему тяжело. Да, удары проходят, ему тяжело. А вот и Нейтан Шульте, двукратный чемпион в легком весе лиги PFL, который, мы уже говорили, является родственником Рауша Манфио. Ну, не по крови, но в любом случае, да, крестный не отец. посторонний человек. Да, крестный отец. Опять же, для католических, таких традиционалистских стран, как Бразилия, крестный отец — это не пустой звук. Да. Практически отказался уже от борьбы Раджабов. Фронт-кик от Манфио. Ну и мы видим, что вполне себе легко дышит Рауш. Пробивает с правой руки. Промахивается Раджабов. Фронт-кик в исполнении Манфио. Еще один удар. Да, раунд получился разгромный для Раджабова. Отталкивает Раджабов Манфио. Снова по корпусу и вновь колено. Еще одно колено. И еще один перевод. Ну, точнее, это подсечка. Это не борцовский прием. Да, больше из тайского бокса. Такая подсечка. Ну, кстати, в Бразилии тайский бокс достаточно популярен. И я знаю, что многие бойцы
помимо бразильского джиу-джитсу как раз черпают Андерсон Сильва, например. знания, да, в тайском боксе. Андерсон Сильва сейчас нашел себя в боксе обычном, как мы видим, и провел великолепно. Где с недавнего момента Калум Смит, который просто в жесточайший нокаут отправил Ленина Кастильо в своем последнем бою. А бой проходил как раз в карде Александра Усика и Энтони Джошуа, естественно. Да. У нас начинается 5-й раунд. Ну что ж, посмотрим, на что еще способен Лойк Раджабов. Сумел ли он восстановиться за отведенную минуту. Во всяком случае, он понимает, что 4-й раунд для него получился разгромным. Ему надо идти вперед, что он, собственно, сейчас и делает. Хватит ли сил и даст ли Манфио? Пока что дает. И обрати внимание, эпизод, вот дебют, бой остался, наверное, остался за Раджабовым. Да, но вот и сейчас, если первый раунд остался за Манфио, второй я бы отдал Раджабову, хотя там был равный поединок, третий абсолютно точно за Раджабовым, а четвертый абсолютно точно за Манфио, получается, что 5-й раунд решающий. И кто его выиграет, заберет победу. И вот интересно будет послушать, с каким счетом закончился этот бой, если его, конечно, будут объявлять, эти результаты. Как насчитали судьи. Обрати внимание, как придерживал рукой сейчас Раджабов и второй рукой наносил удар. Снова через руку пробивает Лоик. И еще один правый через руку. Да, удары не акцентированные, но я думаю, что в том состоянии, да, в каком находятся оба бойца, с учетом сил потраченных, это все-таки 5-й раунд, каждый удар, я думаю, чувствителен. И снова клинч. И снова правый боковой в исполнении Раджаба. Левый боковой. Левый да. боковой, да, проходят эти удары. Отступает Рауш Манфио. Манфио, конечно же, много сил тоже потратил, подустал. И вот, наконец-то, дело дошло до борьбы. Да, но тут же поднимается Лойк Раджабов, и колено летит в цель от Рауша Манфио. И нам хорошо показали, как держал в клинче, в захвате держал Манфио Раджабова, и колено точно в цель пришло. Подбил там ногу, и тем же ответил Лойк. 2 минуты 20 секунд до конца. Пробивает сейчас удар с правой руки и идет в одну ногу Раджабов. Но не получилось перевести в партер Манфио. Ну что, кому $1 миллион нужен больше? Пропускает несколько апперкотов Манфио. Но экономическая ситуация в Бразилии, конечно же, получше, чем в Таджикистане. Но сейчас еще один экономический удар. Но на самом деле зависит от региона, потому что мы знаем, что фавел это там тоже. Я это и хотел сказать, что, в общем-то, в Бразилии, да, если мы берем такой средний срез, как говорится, средняя температура по больнице, в Бразилии экономическая ситуация получше, но при этом в бои идут, мы знаем, не самые благополучные, да, в финансовом плане слои. Кстати, недавно прошел опрос, правда, не в Бразилии, а в Аргентине, у молодежи. И 75% молодежи сказала, что желает покинуть страну, потому что не устраивает именно экономическая ситуация. Хотя там дела получше-то обстоят, чем в Бразилии. Ну, мы помним, да, что не так давно, хотя уже, наверное, и достаточно давно, по-моему, это лет 5, 6, 7 назад,
в Аргентине был экономический кризис, причем абсолютно искусственный, когда просто в один день несколько банковских финансовых структур просто вывели капиталы. И все. В стране практически случился коллапс. Причем произошло это не по каким-то там объективным именно экономическим причинам, а просто потому, что аргентинское правительство начало проводить, ну, более-менее какую-то там самостоятельную политику. После этого Аргентине показали ее место. Да. Ну что ж. Набирал после взвешивания 16 килограммов. Итак, решение судей. 48, 46 и 49, 46 единогласным решением. Победу одерживает и становится победителем Гран-при в легком весе Рауш Манфио. Рауш Манфио. Ну что ж, моя